прямом эфире работает служба информации телеканала «Грозный». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Дом, который живет за счет сил природы. Самое главное, то, что мы сегодня заложим дом, и не просто дом, а первый дом, энергоэффективный. В Чечне заложена капсула под здание будущего. Все дороги сельхозпроизводителей ведут в Грозный. На этой выставке мы продали уже комбайн Торум 740. В столице открылась агровыставка 2013. Теперь берега должны выдержать буйный нрав Мартанки. Урус-Мартановский район готовится к половодью. Более 100 тысяч подписчиков, ежедневные комментарии и обращения. Глава республики продолжает рассматривать предложения, поступающие на его страничку в интернет-приложении Instagram. С авторами некоторых из них Рамзан Кадыров встречается лично. Однако далеко не всегда эти встречи оказываются плодотворными. Почему, расскажет Ясмина Гацаева. Время 3 часа ночи. Офис Министерства по организации взаимодействия правительства с гражданским обществом. Рамзан Кадыров беседует с гостем из Европы. Руслан приехал в республику недавно и решил поделиться своими идеями с руководством региона. Молодой человек рассказывает о нелегкой доле иммигранта, которая не соответствует разговорам о прекрасной жизни за границей. А ты чем занимался? Я выживал, можно так сказать, потому что не было постоянного вида на жительство. И где-то учиться это было сложно. В общем, на всех рубежах жизни было сложно из-за этого. Потому что там, куда бы ты ни обратился, в любую организацию, компанию, там нужно показать удостоверение личности, что ты официально находишься на территории. У меня его не было, в статусе беженца мне отказали. Для них я был экономический беженец. А они им не нужны, им надо сказать, что убивали, там где-то резали, или притесняли, тогда, наверное. И еще доказательства, какие-то справки, бумаги. Руслан, по его словам, пришел с целым пакетом идей, которые, на его взгляд, необходимы для развития республики во всех направлениях. На деле оказалось, что некоторые проекты, мягко говоря, нереальные, а другие давно уже внедрены и эффективно работают. Имам, мулла, духовный наставник читает проповеди, именно духовное нравственное воспитание, ехал концепции, там все, а есть концепция, почитай концепцию. Беда многих идейных молодых людей в низкой информированности, говорит Кадыров. Чтобы иметь представление о том, что происходит, узнать, насколько их прогрессивные мысли востребованы, нужно как минимум владеть ситуацией. Ты приехал дома, по-моему, ты телевизор не смотришь, да? Первый вопрос я ему задал. Да, потому что здесь несколько дней. Поэтому сейчас тебе я посоветую, если ты послушаешь меня, сначала 10-20 дней побудь, читай газеты, смотри телевизор, слушай радио, после этого другие для 27 предложения, более актуально мы будем смотреть. Пока молодой человек формулирует речь об оставшихся программах, глава республики успевает решать проблемы жителей республики. На этот раз бывший работник Госхоза в Верхненаурске, который пожаловался на то, что ему не выплачена зарплата за 14 лет работы. Причина – отсутствие финансовых средств в бюджете предприятия. Кадыров сразу звонит Имусхану Митаеву и министру сельского хозяйства. И вот он конечно, министр сельского хозяйства, когда ты он туда, да, мокшел, та его он дал, узвали, он и дал дом чек до кордона целеста, говорит. Вашем молнож, он министр здравоохранения, ара, молнож, он имеет латвию, говорит. Руслан продолжает: было бы хорошо создать свою универсальную социальную сеть. Якобы это принесет доходы в бюджет. Глава республики решает, такие вопросы необходимо обсудить с компетентными лицами. Создание универсальной социальной сети и мессенджеров
наподобие WhatsApp, Viber, только от нашей республики, например. И на ней можно было бы заработать деньги и принести пользу. Завтра министр связи Чодригу Алай, он занимается военным телеком, есть такая идея. Здесь же к беседе присоединяется активный подписчик страницы главы республики Заурбек. Молодой человек рассказывает, что давно не был дома и только увидев все своими глазами понял. Чечня изменилась до неузнаваемости во всех смыслах. Рамзан Кадыров посоветовал Руслану пожить немного в республике, поездить, интересоваться, что делается и чего не хватает. Пообщаться с людьми из той сферы, которая, на его взгляд, нуждается в модернизации. И, проанализировав ситуацию, вновь взяться за разработку новых, более продуктивных планов по улучшению жизни в регионе. Ясмина Гацаева, Тамерлан Арснукаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Жилищно-коммунальная сфера Чечни получит 800 миллионов рублей. Между республикой и Фондом содействия реформированию ЖКХ подписано соглашение. В этом году фонд также поможет в переселении жильцов из 76 аварийных домов. Все подробности у Магомеда Изидова. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства действует в России последние 5 лет в качестве государственной корпорации. Его деятельность направлена на помощь субъектам страны и муниципалитетам улучшения жилищных условий. Говоря проще, фонд оплачивает часть затрат, необходимых на реализацию проектов. Эта организация работает в 81 субъекте России, теперь уже в Чечне. Разработана программа на ближайшие 3 года. В 2013-м фонд поможет нашей республике переселению жильцов из 76 аварийных жилых домов. В соответствии с договором на реализацию программы в 2013 году Чеченская республика получит из средств фонда 225,5 миллиона рублей, которые пойдут на софинансирование мероприятий по переселению граждан из 76 многоквартирных аварийных домов Чеченской республики, жилая площадь которой составляет 17 467 квадратных метров. В течение ближайших 3 лет по программе переселения планируется переселить новое благоустроенное жилье гражданам из 160 аварийных жилых домов. Договор между республикой и фондом по реализации 3-летней программы заключили сегодня. Генеральный директор корпорации Константин Цицин выразил надежду, что такое сотрудничество поможет в развитии строительной индустрии региона. Надеюсь, что по итогам следующего года у нас есть еще бонусная программа, когда регионы, кто выполнил все условия, выполнил программы в срок, отчитался по качеству, получают дополнительный бонус. Это приличные такие средства. Вот в этом, по итогам прошлого года, наверное, первая премия достигнет 400 миллионов рублей. Я надеюсь, что мы увидим Чеченскую республику среди тех, кто по итогам этого года получит также дополнительные бонусы. Пока фондом содействия запланировано вложение в Чечню больше 800 миллионов рублей. Председатель парламента Тухва Абдурахманов заверил, что республика будет уделять необходимое внимание для эффективной реализации программы, тем более, что она направлена на улучшение жизни простых граждан. У сегодняшнего президиума только одна идеология, одно понимание. Отстроить Грозный, возродить не только Чеченскую республику Кавказ, обустроить Россию. На том пути, которым вы работаете, команда Кадырова вам будет и команде российской Путина верной соратникам эта команда. Программа Фонда содействия реформированию ЖКХ должна улучшить условия проживания каждого жителя республики. По истечению 3-летнего срока договор, возможно, будет продлен. Магомед Изидов, Муслим Пицаев, Джамал Хаджалиев. Новости. К реализации соглашений стороны приступили сразу после подписания. Сегодня в Грозном заложена капсула под будущий энергоэффективный дом. Здание с ультрасовременными технологиями энергосбережения. В церемонии принял участие глава Чечни. Слово Рузане Веселаевой. Горячая вода и теплоснабжение в жилом здании за счет солнца и энергии Земли.
Рамзан Кадыров посещает территорию будущего энергоэффективного дома. Пока это только начало уникальной стройки, которая финансируется за счет регионального бюджета и федеральной госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ, представители которого также приехали на торжественную церемонию. Самое главное, что начинаете прямо вот с тех технологий, которые нужны сейчас. У нас тоже сейчас есть договоренность по доступной жилье, программа. Приезжает хорошая строительная компания. И, думаю, это будем привлекать. Энергосберегающий трехэтажный дом с двумя подъездами рассчитан на 24 квартиры. Вода будет нагреваться круглый год за счет 44 солнечных коллекторов на крыше дома площадью 100 квадратных метров. Хочу еще раз заверить, что те обязательства, которые взяты министерством, будут выполнены. Все, что вот необходимо для выполнения этой программы, 100% будет исполнено. Сегодня действительно очень хороший день. Не только потому, что Чеченская Республика входит в программу фонда, а, наверное, самое главное, то, что мы сегодня заложим дом, и не просто дом, а первый дом энергоэффективный, который будет построен в ближайшее время, о чем сегодня мы уже говорили. Я уверен, все планы будут выполнены в течение 3 лет, которые мы пока будем сотрудничать, пока существует фонд. Здесь же зачитали послание потомкам, отметив, что строительство первого энергосберегающего дома в Чеченской Республике – это большое событие и является символом инновационного развития региона. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров и тысячи его соратников отдали свои жизни ради мира и благополучия на чеченской земле. Вы должны помнить об этом. Знайте, что команда Кадырова делает все, чтобы многонациональный край расцвел и развивался, чтобы в дружбе и согласии здесь жили люди разных культур и религий. Мы следим за техническим прогрессом и лучшие его достижения внедряем во все сферы жизни республики. Это современное высокотехнологичное здание мы возводим для вас, наших будущих последователей. После официального выступления прочитали дуа. Капсулу под фундамент энергоэффективного дома заложил председатель парламента Дуквах Абдурахманов. А Рамзан Кадыров вместе с Константином Цицыным залили первый раствор. Сразу после закладки капсулы в социальной сети Instagram Рамзан Кадыров публикует личный комментарий значимого для региона события. Энергоэффективный дом – это что-то новое для нашей республики. Его отопление идет полностью за счет энергии Земли. Специальная система концентрирует тепло солнечное и земных недр. И энергия дешевая, и экология в сохранности. Капсулу под строительство первого такого дома заложили сегодня в Грозном. Отопление в уникальном экодоме будет автономным за счет тепла, идущего из недр земли. Экодом позволит своим жильцам в 2 раза уменьшить коммунальные расходы. Здание будет включать в себя по 6 однокомнатных и 3-комнатных квартир, а также 12 двухкомнатных. Завершить стройку заказчики планируют к осени этого года. Рузана Веселаева, Адлан Дудаев, Стамир Хаджиев, Тамерлан Яхяев. При поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости. И сегодня же представители госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ во главе с гендиректором Константином Цицыным вернулись в Москву. Во дворе Дома правительства Чечни их проводила глава республики. Рамзан Кадыров поблагодарил делегатов за визит и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Первые итоги работы Межведомственной комиссии по актуализации местных налогов глава республики обсудил с председателем комиссии, первым вице-премьером правительства. Исат Умхаджиев отметил, что деятельность комиссии призвана провести госрегистрацию прав на недвижимое имущество правообладателей. Он также сообщил, что с начала работы комиссия собираемость налогов в муниципальных образованиях региона выросла в несколько раз. И ответственный дон, комиссия дон, это необходимый дон, общего формирования местного бюджета дон, активный дон. Теперь председатель одного дон, шкубалбин, есть взаимопонимание, результаты дон, собираемость налогов, как относятся жители дон, республики к локации Дудоустана. Рамзан Ахматович, в начале года, в январе, совещание и распоручение своей Бинбоха состоялось заседание Межведомственной комиссии 02.04.13 года, где обсудили проблемы, возникающие у глав района и министерства ведомства. Цель информации ценевой протокол Дукешкина при Министерстве финансов создать новую рабочую группу по реализации протокольных решений, которые поселения будут осуществлять совместную работу по сбору информации и ведение книг по хозяйственному учету для создания единой электронной базы. Так что без белых будет
Министерство финансов Квалин из группы Анзани. А также Дабурин был Балта Захматович. В начале года в результате ДКЮ есть некоторых поселениях план доходом даже 300-500% иштхалилаю. А в 2015 году из тем станевой Бохтага с таким темпом без дефицитный бюджет хрёш поселениях. Уже 300-500% уже из цедра, ну, приятные новости, это шел, мы не работаем, мы не занимаемся этим, выявляем наши недостатки, работы, на самом деле, is зарегистрировать доши, кирать так, что все дало душ, килочек там, бусал дин аводи, так любой мужик, любит се на тему дона, вы массара бьяки бокой дон, компенсации дон, вы хилмадезия документация, хилли проблем очень дон, решительно, да ее суд, как не решительно, да кида стона, и хинс дон, дуня нам и холда, ляш бокой да скида, любой дон, да, эма пример, вы любой наводнение, le limitiserie le twambre le nu opgelchi dona kier dochon das geht aber dona kier doch edel da ko das geht ja dat o dona probeer met dat iets daar de ponte daar was kier vooral dat eerder afgesloten deze documentatie dan dat je gildi is toe weer staan het is gewoon gildi is toe zeggen dat je gewoon een bala hebben elwe dan is ja dona wat dat je wil dat geht. Глава республики также интересуется, какие проблемы возникают в ходе работы. По словам Исы Тумхаджиева, главная проблема – это отсутствие у жителей правоустанавливающих документов на недвижимость. Рамзан Кадыров подчеркивает, что эта процедура в первую очередь в интересах населения, так как в случае стихийных бедствий владельцам не придется собирать бумаги для получения компенсации. Основной комиссия главы они проблемный дом выпуск حتى بخزاسهم لا يتعودون على ضوء دولة معمد دعنا وزارة شو كميسية تنتج полностью دعنا توجه دعنا كان صود عن بريء نفسي هذه النبرة دعنا глава района юрт даже юрчу чуть не лучше дعنا دعنا لا تعالوا دعنا ولا تمخ وشتعت جوج دعنا شمو حلاس لا دعنا إذا أبرد شيء فبين بالبعض يعني دعنا تجاهها strogi do mosso gistoke правил сужгам дачи вела кезиг до вела тона вена кано ишту раскис до вела трудош таски сунже до сига дона именно до я жилёйнаш цан до выписк штона поичем дон на дня до полностью клауш хака как сай удая до кен то шен хэш дабу как стона я цину динам знал что дон is een выписк дона met terhand de afzelang in de lachdagen, zoals we dan bezetten de Europese Unie, dat laat dat dan een deel dan laat u dan, en we laten het echt dan is voor de eerste slechtste dan van de door laten, is laten dan, dan had deze wat mooi is geweest. Dus deze jaar dan heel veel bouw dan, is die aan Europese Unie heel veel van informatie is, een nieuwe laat dan veel bouw dan. собираюсь налоги почти от халерию аллахи станцию дела он дает шабик кельт и нужно дик аж по набу или халлет и нужно хелбокс набу кельт и не стройк что он последние годы да что он уже дик бокс второй лов по духове 90% да сам да молодой и поручение да и садон алла да на правительство администрации да глав да муниципальный фонд. Главный финансист республики Усман Расуханов принял участие в коллегии Минфина России. Здесь обсуждался целый ряд вопросов, которые касаются всех субъектов страны. Среди них и актуализация налоговой базы регионов. Об итогах своей поездки в Москву министр рассказал сегодня главе республики Рамзану Кадырову. На днях в Минфине России прошла коллегия с участием премьер-министра Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди представителей региональных структур Чеченскую республику представил министр финансов Усман Расуханов. О ходе поездки он докладывал главе республики. Обсуждалась тема актуализации налоговой базы регионов, то есть проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество правообладателей. Прежде всего, эта работа выполняется по местным налогам, земельному и на имущество физических лиц. На встрече главы и министра говорили и о высоких темпах роста малого и среднего бизнеса в районах республики, вследствие чего увеличивается объем налоговых поступлений в казну района.
По словам Расуханова, это позволит к 2015 году сократить дотации поселенческим бюджетам, а сэкономленные средства будут направлены на новые инвестпроекты. Все это стало возможным благодаря оказанию поддержки главы республики, отметил министр. Под контролем Алекса обещал, что результат, что налоговой службы есть информация, что 59 тысяч объектов зарегистрироваться. И информация это уже 59 тысяч того. И лучше еле есть налог. Такие трады из-за шинбатах и в результате он так. И результат и угрозу проверки вельча действительно поселенческий бюджет цель исполнения муяжел информации запросить Грозинский районе, Гудермесский район, Иштхилдж район, Ацайл поселенческий 300-500% перевыполнения плана по доходам меньше. В свою очередь, глава республики потребовал привлекать к работе министерства высококвалифицированных специалистов. Финансовая политика должна развиваться в республике, как и все другие области. И в этой связи вопрос кадров один из самых важных, считает глава региона. Финансово-экономический вопрос, побольше специалистов, больше привлекать развивать взаимодействие, сыграл последующего если бы чуть доработку сразу результат декрета в прошлом году мы были первыми показать, что эффективность использовать бюджет. В этом году мы не можем быть последними, поэтому или предыдущий тоже мы не хотели, мы не гонялись за первыми местами, все равно была борьба, сейчас учитывая это, аванс Рамзан Кадыров поинтересовался и ходом переговоров с японскими инвесторами. Рассмотреть проекты взаимодействия глава поручил еще в начале года. По словам министра, идут уже тесные переговоры с японской стороной. С 14 по 25 мая состоится встреча с двумя крупными корпорациями в стране восходящего солнца по вопросам инвестирования ряда программ в Чеченской Республике. Японские крупные компании, адрес дольше, Дуко, Балбеншей, 1845 год, Балбеш, Хайошел компания, Царшеш, Куча, производительность, наладить и решишь. Так, оце ценит это, параллельно ценит инвестиционный проект Шейн, удобный проект выбрать и финансировать и реализовать японский банк международного сотрудничества из-за это нарких то есть йошел делегации обшеш инвест проект шан шеш халки хай честь и башеш брез дышал возглавить штатский дом группу Авандона сейчас бог повез японский дом намного по всем направлениям развиваться в технологиях, новых нанотехнологиях, даже вы до швейцарского используют технологические еще до 19 века, ходов, какое цель взаимодействия, даже элементарно вы чубяка, хаусер, даже оценка, важно, это обязательно, мелочи, овощи, Именно в 2013 году в республике начал складываться благоприятный инвестиционный климат. Охотно расширяют свою деятельность регионы ведущие банки страны, которые представляют кредиты компаниям, реализующим свои проекты именно в Чечне. Роль Министерства финансов в этом процессе неоценима. От их грамотной работы зависит дальнейшее развитие республики. Ислам Магомадов, Магомед Езидов при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. К другим событиям. Минсельхоз Чечни и завод Россельмаш ведут переговоры о закупке специальной техники. Таким образом будет решена проблема чеченских аграриев – нехватка комбайнов. Эта договоренность стала одним из итогов сельхозвыставки, которая открылась сегодня в Грозном. Тему продолжит Элина Халидова. Уже 4-й год подряд Грозный приветствует участников специализированной выставки «Чечен Агроэкспо». На открытие приехали члены Кабинета министров. Выступая перед собравшимися, заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Муса Дадаев назвал форум значимым для республики в укреплении экономических связей между регионами. Желаем всем, кто сегодня пришел к нам в гости, кто создал продукцию или же своим компаниям участвовать, дальнейших успехов, развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации, чтобы на этом выставке были заключены договора, чтобы был произведен обмен опытом. В текущем году в работе форума принимают участие более 50 представителей сельхозпредприятий из разных регионов России. Здесь же продукция от белорусских производителей. Спонсор проведения агровыставки – Ростсельмаш. Руководство компании отметило, что готовы впредь способствовать организации мероприятия. Завод «Ростсельмаш» ежегодно является генеральным спонсором этой выставки. И я думаю, до конца, когда она будет существовать, выставка, мы будем генеральными спонсорами. Спасибо. После перерезания красной ленты гости осматривают представленные стенды сельхозпродукции, спецтехника, оборудование, продукты питания и агрохимия. Выставка – идеальная площадка для начала взаимовыгодных партнерских отношений и приобретения самой современной сельхозпродукции. Техника для зерновых, для картофеля, для овощных культур. Полный комплекс машин. Включены в лизинг. 254 позиции в лизинге. Из года в год выставка «Чечен Агроэкспо» расширяет свою площадку для динамичного развития сельскохозяйственной отрасли. О ее результативности говорит то, что уже в первый день заключены крупные договора. Завод «Ростсельмаш», город Ростов-на-Дону. Мы представляем технику, это комбайны, трактора, кормоуборочная техника. Мы давно работаем в Чеченской Республике. Мы с 2000 года поставляли сюда комбайны Нивы. Каждый год мы до 15-20 единиц техники поставляем в республику. Вот на этой выставке мы продали уже комбайн Торум 740. Особый интерес вызвала продукция Ростсельмаша. Здесь представлены самые современные модели комбайна. Их главное преимущество – скорость и качество. Заинтересованность в технике в первую очередь, допустим, или другие. Какие семена, какие семена фонд мы можем обновить, именно культуру, например, какими семенами можем обновить культуру, наше земледелие. Вот вопрос отчасти касательно, но из этого позитивного, я думаю, в этом году у нас и контракты будут. Уже в ближайшее время в республике планируется реализовать ряд федеральных и республиканских целевых программ, направленных на развитие сельского хозяйства. Помимо этого и проект «Школа юного фермера». А это, в свою очередь, позволит вовлечь молодежь в развитие агропромышленного комплекса. Элина Халидова, Муслим Типаев, Ибрагим Налаев. Новости. И сегодня специализированную выставку «Чечен Агроэкспо» посетил Рамзан Кадыров. Он осмотрел продукцию сельхозпредприятий, в частности, современные модели комбайна. Помимо спецтехники, оборудования, продуктов питания и агрохимии, здесь был представлен и крупнорогатый скот из различных госхозов республики, а также мясная порода шаролей из Центароевского госхоза, который курирует глава региона Рамзан Кадыров. Стоит отметить, что в возрасте 14 месяцев живая масса породы шаролей составляет 415 килограммов. ما شاء الله بشكر هو معايا على بطني ده ها طبعا عارف على بطني ها شويه يا اخي ديوتر ايوه ابو ابوي ايه بشكر وين سرع على وقعه كويس داتش على ده ممكن ياتا شي داتش ما ده بيل الناس هذول كره هو كره يوشو كره Продолжаем выпуск. О ситуации на дорогах республики шла речь на встрече главы региона с руководителем оперштаба по профилактике ДТП. Цифры последнего месяца говорят о серьезных успехах автоинспекции, однако Рамзан Кадыров призывает усилить информационную кампанию среди населения. С 15 марта по 10 апреля на территории Чеченской Республики в ДТП погибло 3 человека и 20 ранено. Эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в разы меньше. Однако увеличилось количество выявленных нарушений, что говорит о продуктивности работы полицейских, докладывает руководитель оперштаба по предотвращению дорожно-транспортных происшествий Роман Идилов. Более того, по вине сотрудников правоохранительных органов не произошло ни одной аварии. Kuihin avariat cer bando shvelta Gvatskva Respublika. Šolga ova reončka vlada bolil, štabo glava reona, glava administracijaš, direktor školš, jurt imam šlovštoš. Ciga doč odjeha der hadog vel dajozitar Ramzan Ahmatović ciga bolč balan.
республика первый квартал 71 ДТП, 35 ГВЛ, 108 лазин. По أصلحة البيت أبروتشانية شخنا وشتابو بين بواخة ويتانا يت أواري خلا وزيت أواري قوة ولا نستلا صاني سويشاني لتني ولا وات 19 февраля апели совещание на тон до дечена по ДТП плюс 31%. Плюс 1. На сегодняшний день у нас минус 13,6. Результат неплохой, отмечает глава республики. Однако на этом нельзя останавливаться. Цель свести на нет аварийность на дорогах, что возможно только при сознательности самих граждан, которые должны понимать, что, нарушая правила, не только представляют угрозу для себя и других участников дорожного движения, но и совершают грех с точки зрения религии. شينتنخ ياليوتي شاني عاوزن بيشوي بوصل تجنو عاوزن بيشوي تجنا مالش تجنو عاوزن بيشوي موت دوق أدو حقوي دا تودر إز خيش دال على خاشة بيحكي ويخيش ناهن على خاشة غلق دوش بيحكي ويخيش زكوان شغل ضعف ويخيش تكسر مويد استان قيتيجي أدم قيري تسوتشتف أدم قيتي تسوتشتو أدم قيري ما ديش أدم قيتي ديش الموسم هذا استان تون اشتاب أقولي حال البوضع نولدو أدمي قيت وقي دعانا علم ناخ مرقع ليرمي ناخ تفورتسك انتليجنس شابي عبالوش حوز ايش دعانا كون ولا غير تشوحو حين دع زشتو ولا ايدو بيرش يدا. Превышая скорость больше допустимого, не соблюдая требования светофора, человек показывает не героизм, как ошибочно думают молодые люди, а наоборот, свое бескультурье. Именно с этим и надо работать, подключая духовенство, творческую и научную интеллигенцию. Сюда наглядные агитации, телевизор чуа, радио чуа, بصوا أوردون تعال استعبوه بديز بخير. شتاب حونا كمان هو مركع ملخ تج صودر وأحلش ما تسوي شيء عوابيش وأعمل حون دعيل دعيل هريشو أعبوخ شو تدحون أعبوخ ده بيشو كده. نتشنا اسمنا إذا كان شو دون برستور دوغ غير استان. هون ده شيء أو حون إيه نجوق أتويت سنستيو ده سدان. اتسنا تشكك ليش دستان ويني بقومش لري عاموديس اوي دون شتر ولجي بعد تشك ولا غير شو كده التجليات التجواتردو يغلق داتردو يزدواتردو يحتخلردو حقوق يا سبحانه اخراج حقيرو يقول تسهله الو دوزيتشي اختنا دون نحكيت البلادستان شنو السودان بين دعوش بالبلغم 50% судейцев национально. Примером для всех стран по ситуации на дорогах может служить Швейцария, говорит Идилов. Ни одного погибшего ДТП за год. Это в первую очередь свидетельство высокой культуры граждан и взаимоуважения водителей. او راديو ياتشا لاتماي راديو او تشقيق ديتور او ميلشراش بعصر دولي ولا والله كده بوصل الدنيا عشان بخ مو بداسنا وينها كيف دي الخيصه انا شو صاير عم تسوي ايش ده ذاك انا باسوش نبل زيو كده اوي دوش هوندو وي دون زكون لدي خدوس يو انت دون سيخ ربط جيبنا ليك يسلو غيدا اخ يا اخي هنا اتحمل إذا تسمع دي كده أحد ني الله يشوف يعني إتنو أقيم دولار وتشمله شين بيحسبوش ده ربط نجيب ده شيء حيزوش ني شنو أزهيت عند وقت سلوس يجوا تعاونوا قبالي أداه إيش مسمت إيش أداه كده كده استان شو ده بيلا ما عندهم ألا ده استان تبغى يا بص نقدر دون بشور شو بص متى يلا صوبع بيزبوع كده نحكيته بيزو كده
ويتغن هشتاب تغن كان بوتشك بيد بقتيدا ويدون ناخش الشش كده صوتي شدونه سويتش دونه وين أتلي دخول صافي بلون كاي وشي دونه أتني أفعالات دونه ربطني كوش تعمو عايزة إذا من عبي مصر بتكاني في وكل نوع شيء جالس كده شيء داخل شيء اشتراف شيء شهور دي شيء كده سيا دولة داخل دونه صوتي بنوع شيء Активизировать агитационную работу, читать проповеди, говорить и показывать СМИ, наказывать в соответствии с законом. Все это необходимо делать в комплексе. Только тогда можно добиться таких результатов, как в той же Швейцарии или в Эмиратах, где количество светофоров сведено к минимуму. В них уже нет такой необходимости. К такой же системе перейдет и Чеченская республика в скором времени, подчеркивает Кадыров. Уже в конце этого года начнется работа по установке видеокамер на дорогах региона, что облегчит задачу сотрудников ГИБДД устранить коррупцию и, что самое главное, нарушитель никак не сможет уйти от ответа. Ясмин Нагасаева, Муслим Хасиев, Дауд Куруев. При поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Абоненты исправно платят по коммунальным счетам, но сумма долга ничуть не уменьшается. С такой проблемой столкнулись в Чеченской республике. Отсюда возникли вопросы к контролерам. Рамзан Кадыров поручил секретарю Совета Безопасности Идрису Черхигову разобраться в сложившейся ситуации. О промежуточных итогах проверки в материале Алевтины Банадековой. Нечистых на руку контролеров абонентных отделов газового хозяйства привлекают к уголовной ответственности. Такое поручение Рамзан Кадыров дал накануне секретарю Совета экономической и общественной безопасности Идрису Черхигову. Тогда были озвучены предварительные итоги проделанной работы в этом направлении. Выборочные проверки прошли в Курчелоевском, Гудермесском, Урус-Мартановском и Шалинском районах. Мошенники и контролеры незаконно присваивали себе денежные средства, не отдавая их в кассу абонентных отделов. مسانا إثم معنا وقالون ديال ديالها سوديال ماليشانية شيء. عشان شين كيتشين بابكن شو. Здесь на каждого контролера по несколько десятков квитанций и заявлений. По сумме присвоения денежных средств на первом месте Курчелоевский район. Общая задолженность в 5 населенных пунктах более 886 тысяч рублей. Из них мошенники вернули более 485 тысяч. اللي الأساس شو جا هروح ودعالو شا هنا حكاية تاجو شا مشينا هايت أقول لنا دوش هداش نون إيش مالناها وصوت سبيج رمنا ما شمال لا إيش نا وصوت سبيج وين نعرف تقول وين أنا أحسن وش شغل ورمزا أحمد رسالي الأحسن دوش تدون تعنا رمزا أحمد رسالي ديك أحسن قلا ده شيء كيس نادي لم شيء نون ضعبنا شيء نون أحسن عشنا. И сегодня можно оправдываться бесконечно долго, но украденные деньги пора возвращать. В Гудермесском районе выявили женщину-контролера, которая 3 года назад получила наказание за мошенничество. Тогда ей предписали вернуть украденные деньги. Их она не выплатила до сих пор. Сегодня спор возник о сумме. Идрис Черхигов утверждает, в доказательства есть квитанции и заявления на женщину, которые говорят о том, что сумма составляет более 500 тысяч рублей. Tun jäzin zevlen staan. Tun eerst jäzin zevlen staan. Toen post studeert met deel решения инженера. Tun jäzin zevlen staan. Изо dan geen hyper control, если dan изо чун dan строго наказание. Идрис Черхигов тут же начальником районных отделов. Полиция отдает соответствующие документы по итогам проверок мошенников-контролеров. Урсмартан. Айна Гон. Шалинский. Тунна Гон. По Шалинский район. полностью проект чека лячина из-за инвентаризации жодон совместно عادي ويا проверك شيلو كده وان كي нарушитель كي أحسن وش بس نحيي وش قلنا ما كي قلت بيربو. Те, кто нарушил букву закона, будут наказаны по всей строгости. Вернут и привлекут к уголовной ответственности тех, кто практически сбежал с места преступления. Где бы они ни находились, подобных случаев впредь быть не должно. После всех ваших решений, сона киевская, то что решение принятие, то че. Содана прямо каченым доложить конечно, соушенным на Амадовича. Инаха шепот контроль идти, инаха
Контролеров наказывают не только за факт мошенничества, но и за хамское поведение с абонентами. Такое тоже случается. И здесь руководство Межрегионгаза принимает незамедлительные меры. Контролёр боцуш бэха, когда был беш по Мосорайонска, оргина, начальник абонентского отдела, церкви совещанию. Совсем скоро по каждому мошеннику соответствующие органы вынесут свой приговор. Его строгость будет зависеть от содеянного. За ошибки каждый должен платить. Не только в прямом, но и в переносном смысле. Алевтина Банадыкова, Стамир Хаджиев, Ивах Кантаев. Новости. Семья погибшего сотрудника Курчеловского РОВД Абубакара Давлетмурзаева получила помощь от главы республики. Малика Умаева сегодня обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой посодействовать им в улучшении жилищных условий. Супруг ее погиб 4 года назад при исполнении служебных обязанностей. С тех пор Малика с сыном проживала у своего отца. Проблема семьи была решена буквально за несколько часов. Мэр Грозного Ислам Кадыров вручил ей ключи от двухкомнатной обустроенной квартиры в центре столицы. Также передал памятные подарки – телевизор, айфон, велосипед для 5-летнего сына из Наура и денежную помощь. Телевизор, айфон, телефон, Рамзан, ой, квартира, Рамзан Ахматович, чисто случайно, чисто случайно, что проблема, квартира, Константина, и как бы при исполнении вел доверить, ищет идиллон омар Ходжинар ислам вы бюсер алцахош полвен густо in данное время бюсер вен дают ищет идиллин дол и это вы коч динацо бюсер алцахош квартира ел контан велосипед яцна телефон яцна телевизор яцна соцсети люди рейс халил шун массана соцсети мехтянаят модердитич я еще в шоке. Социальные выплаты, льготы инвалидам и строительство реабилитационного центра. С этими вопросами жители Шатойского района обратились к Мухаммаду Ахмадову. Сотрудники Минтруда выехали в райцентр, чтобы на месте выслушать проблемы горожан. Слово Алхазуру Керимову. Социальный десант высадился прямо на территории Центра социальной помощи семье и детям Шатойского района. На встречу с населением высокогорного муниципалитета министр труда приехал вместе с заместителями и руководителями структурных подразделений. Свои вопросы задавали и многодетные матери, и те, кто воспитывает сирот, опекуны инвалидов. Женщин больше всего интересует, построить ли новый реабилитационный центр в районе. Как отметил министр, был бы участок. Проблему ведомства готовы решить. Строительство нового реабилитационного центра на 100 мест, который планируется на следующий год, даст району дополнительных 200 рабочих мест. Интересует жителей вопрос выплаты социальных льгот. В их числе и программа по улучшению жилищных условий инвалидов, которых в районе более 1000. Мухаммад Ахмадов отмечает, на очереди стоят 11 тысяч человек, а в год республике выделяется квота на 200 человек. Он попросил составить список самых остро нуждающихся. Критические ситуации. Мы сделали так, что деньги оценивают люди, чувак, полгода, вообще, лидеры, что я за кия, хадаит, це сауа еще, сауа, должен приквоить еще, должен ихвоить еще, еще лучше, потому что цацле очка, лирш, цапелва бук лирш. Около 8 حدلش وبرد شقة هي معبد الهوف ديل ديل برد صبال يجعل السحنة ديجا سوام يوش مدات يسبلوش يوش مدات يوش تدوش مدات سحنة ديل مين دور ده حاسون ديل بيش تاچل خبر خزي في ريست وش شو ده شو أي خوش شو تي فتشوا دعلو سحنة ديل سوام مدات كده لا دحر دي صبال دعوات شانه سؤال لكوش سحنة ديل أي صواب ده يستوقف شاد يخيش ده في وقت ده На встрече министр отметил, что решение социальных проблем – главная задача, которую ставит перед всеми чиновниками глава республики, и министерство сделает все, чтобы решить ее.
Mılsan makara dağına reonyer bahar başına esnafuzlarınız ka aşpoçi al wabaka wabak şakmış da kaça etto salon deli Ramazan akmaşı yıl poruçiler işte önce vijet yaşına mestiyasını haş koçlar modu da ser hulazan bu haşa sen de sonra asıl soda kalil zadaniyet soyil zadan işte reon işte vijet yaşı işte vizna station населения может проводить мероприятия. По окончании встречи более 60 малоимущим семьям была вручена продовольственная помощь и детская одежда. Уже в скором времени с подобным визитом руководство ведомства посетит другой высокогорный район Чеченской Республики. Алхазур Керимов, Ибрагим Налаев. Новости. Сотрудники Ленинской префектуры посетили сегодня грозненские многоэтажки, которые начали ремонтировать после обращения горожан в интернет-приложение Instagram. Жалобы поступали на отсутствие элементарных условий, в их числе затопленные подвалы, захламленные мусором дворы, необустроенные детские площадки. По поручению мэра столицы Ислама Кадырова недочеты устраняются. Проверка комиссии во главе с префектом Ленинского района Шамилем Ачаровым показала, что работы ведутся как во дворах, так и в подвалах зданий. За дальнейшим порядком на прилегающей территории должны будут заботиться сами жители. Рассчитываю, что она с ней проблем решила. Сразу вообще подобно все на подвес они есть. Мы видим, зураю гона, мы перемычки здесь, векор здесь. Еще я гона перемычки. Я обязательно еще дам безопасность. Ну да, не. Хана гона. Я читаю, что у нас проблем, что мы шунчана, вообще подели, что дом едешь. И допустим, мы ждать, что не установить тут есть что. Эти и другие новости на нашем сайте grosprk.net. У меня на этом все. Адекевич.